Не только в Воркуте, но и в Карткировском районе появится музей ГУЛАГа. Создать маршрут по памятным местам предложил местный краевед Анатолий Смилингис. Власти региона инициативу одобрили. Сейчас в муниципалитете подсчитывают стоимость проекта. Репортаж Алексея Полторанина. Карткировское село Джером как музей под открытым небом. В отличие от Инты и Воркуты, здесь уцелели уникальные объекты гулаговской системы. Здание, где сейчас располагается коррекционная школа, раньше принадлежало управлению лагеря. В Карткировском районе сохранилось здание тюрьмы. Вот в таких помещениях содержали заключенных. Это одиночная камера. Не хватает только решеток на окнах. На чердаке сохранились надписи заключенных, что печку сложили печники такие, сентябрь 1938 года. Известный историк Анатолий Смилингис предложил открыть турмаршрут по местам ГУЛАГа. Он в роли экскурсовода рассказывает, лагерь был одним из крупных, около 26 тысяч заключенных. Существовали даже свои названия в Локчемлаге. Кремлем называли здание, где жил начальник, Шанхаем определяли центр лагеря. Понимаете, здесь как раз вот дух памяти вот этих зданий, территории, там сохранились и землянки и так далее. И здесь люди в поисках своих родичей и так далее, погибших, в поисках ежегодно приезжают из многих стран. Анатолий Смилингис обсудил создание турмаршрута с главой района Василием Гончаренко. Сейчас муниципалитет разрабатывает проект строительства мемориального комплекса. На базе появления этого туристического маршрута мы сможем развить другие виды туризма по приему гостей, по сервису, по приобретению сувенирной продукции на базе народных ремесел. В муниципалитете говорят, непонятно, сколько туристов приезжает в эти места. С появлением турмаршрута будет официальная статистика. Но для Анатолия Смилингиса главное нести историю ГУЛАГа в массы. За 10 лет плотной работы с документами есть много интересного, что обязательно заинтересует туристов. Алексей Полторанин, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.